Прывітанне ўсім гледачам Еўрарадыё. Гэта незвычайны наш эфір ад Талаковы, сумесны праект нашай станцыі і сайта talaka.org. У ім мы расказваем пра самыя цікавыя краўдфандынгавыя кампаніі, аўтары якіх хочуць змяніць Беларусь. Сёння у нашай студыі Константин Владимиров Жураўскі. Привитание, Константин. Здравствуйте. Пробачьте. Я по-русски, но привитание. Ничего, привитание, да. И перед Константином ляжить гульня Флікса багацця. Гульня, якая мусіць научить белорусов, як это сказать, экономичной культуры, да? Да, обращению с деньгами, инвестированию. А можете показать, вот да. Что там у этой вот коробочки? Ну, сейчас показываю прототип. Грубо говоря, это была коробка первого издания. 2 года назад мы пробовали уже на Талаке собрать деньги, но тогда по каким-то причинам мы собрали очень мало и выпустили очень лимитированный тираж. Там их буквально 30 коробок было, но с тех пор нас очень много просили ее переиздать. То есть вот такая коробка, в ней находится колода карт. Так, але это не карточная гульня, правда? Это просто некие, ну, такие специальные бланки, да? Да, это интересная вещь. На самом деле эти карточки формируют некое поле. То есть их нужно складывать. Сначала они лежат рубашкой к вам. Вы складываете их так, чтобы они соприкасались по длинной либо по короткой стороне друг с другом. Но когда вы их переворачиваете, формируется некая экономическая ситуация в, грубо говоря, некой стране. Вот вы можете посмотреть. У одной краине. У одной краине, Фейсбуку, да. Вот. И, например, вот тут показывается цена, как изменяется. Например, гаражи выросли в этом случае на 400. Если вы когда-то купили гараж, то в этот день вы могли бы его дороже продать. Ага, то бок, калі гаражы выраслі, чалавек мусіць дадумацца, што яму трэба зараз прадаць гараж, калі ў яго быў гараж. А калі гаражы на наступны дзень вырастуць яшчэ на 400. Вот тогда вот он и думает, значит, рано он продал или нет. Они ж могут и упасть. Бывает такая ситуация, что экономика идет вниз. Ну, а по вертикали то же самое у нас вот с акциями, например. Если мы так сложим карточку, не знаю, увидят ли глядачи наши. Есть буйный план, я так думаю. Можно зараз показать? Вот, если у нас B2, скажем, упали на 65, если они изначально стоили 100, то вот в данный момент акции рухнули. Так. Вот, и тут либо продавать, либо покупать, это уже каждый выбирает. И тут треба зразумець, ці паваля цены далей, да, ці... То бок все як у, ну, такой нормальной экономицы. Да, многие считают это именно финансовым симулятором. Финансовый симулятор. Як вы пришли до идеи заняться таким проектом? Ну, это была очень старая история, то есть, как бы, мы уже лет 10 занимаемся настольными играми, причем мы занимаемся именно экономическими и образовательными настольными играми. И когда-то у меня был клуб, и задача была сделать простую игру, которую можно объяснить большому количеству людей за 15 минут. Ну, у нас был просто такой запрос, запрос был от университетов и учреждений образования. Вот. На тот момент были либо очень простые экономические игры, типа «Монополии», причем у них был явно негативный посыл — разорить всех вокруг. Да, и остаться одним. Да, либо это были очень сложные финансовые тренажеры, как денежный поток, которые нужно было объяснять 40 минут, а занятие в школе длится 1,5 часа. То, в принципе, можно было все занятки тлумачить, да, гулять, да. А после так зробить пару кругов и все, и на этом скончилось. Цікава. То бок задача зрабіць эканамічную гульню, правілы якой можна зразумець за 15 хвілінаў. Абсолютно. І вы тады зрабілі гэтую гульню. Да. Гэтую. Именно, была спасавана Флікса багацця. Мы, до речі, нават не сказали ніводнага разу яшчэ назву гэтай гульні. Да, игра называется Фликса. Значит, в русской версии она так и называется, просто классическая Фликса. А тот вариант, который сделали для белорусов, мы его назвали именно Фликса Багатти. И в данном случае вот второе издание, которое сейчас на Талаке представлено, вот на сегодняшний день мы собрали уже 17%, это, по-моему, 4-й или 5-й день у нас идет краудфандинг. И это издание будет отличаться от всех других изданий на других языках тем, что оно будет сразу выпущено с дополнением «И грянул кризис». Это, до речі, цікавий момент, про який я так само хотів запитатися. Ви внесли поправки на який год? На 11-й, на конец 14-го? Коли у нас тут ще були кризиси? На самом деле мы... перманентный кризис. Не, мы вот собрали всю информацию за 20-25 лет последних, да, и мы внесли все, что там может быть и национализация предприятий, и девальвация валюты, и приход биткоина, оно все есть в дополнении. А атрымліваецца, што раней гульня была
больше такая стандартна пазітыўная. Ну то бок маглі падаць у цане ці расці гаражы ці акцыі, але не было вось такіх, я не ведаю, як бог з машыны, да, раптоўных зменаў усяго ўсёй экосистемы экономичной, так? И вы их Вы не поверите, на самом деле вот старые фанаты игры, потому что на данный момент русскоязычная версия вышла более 2000 экземпляров, была еще латышская версия, которая выпущена около 150 вариантов, экземпляров, и английская тоже больше 200 экземпляров. Вот. И у игры есть некие свои фанаты, и вот они говорили, что слишком позитивная была первая часть для них. И на самом деле первая часть, она учит инвестировать и накапливать капитал. А вот вторая часть, «Грянул кризис», она учит сохранять капитал, потому что мало его заработать. Зразумела. Так, трэба яго зарабіць і захаваць так, каб падчас крызіса ён не ператварыўся, я не ведаю, у фантики, у нікому не патрэбнае нешта. Абсолютно верно, да. Ну, я-то разумею, про что вы кажете. То есть был случай, наверное. Не, в принципе, я думаю, что во всей краине, вся наша краина перманентна, акрамя самых хитрых и самых продуманных людей, переживая такие выпадки час от часу. Вось, я меў на увазе, што здаралася мець дачыненне з людзьмі, якія тлумачылі, што такое эканоміка, як гэта працуе, да, і таксама вельмі частымі пытаннямі былі, у што інвеставаць, там, золата, под подушкой трымаць ці банкаўскі дэпазіт, да, там, а вот набываць ці не набываць акцыі. І гэта сапраўды, ну, пытанне вельмі важнае. Але вось у мяне такое пытанне. Ну, наколькі можна ўсё ж такі беларусаў масава навучыць гэтаму майстэрству? Ці ўсё ж такі эканамічнае дачыненне на такім узроўні гэта справа, ну, абранай меншасці такой вот квалификованной? На самом деле вы отчасти правы, действительно научить никого невозможно. То есть человек может либо сам научиться, либо не научиться вообще. Это инструмент, в котором моделируются различные экономические ситуации. Человек приходит, начинает играть и начинает понимать, как экономический риск связан с его финансами. В какой-то момент он начинает понимать, если он начинает понимать, то он диверсифицирует свои реальные активы. То есть он уже понимает, нельзя все сложить в одну корзину, все яйца. И он уже начинает распределять. Он уже интересуется депозитами в банках, он интересуется облигациями, в которые можно вложиться, он интересуется страховкой, что тоже немаловажно. И таким образом потихонечку становится более финансово грамотным. Многие, кстати, начинают читать книжки. Як вы думаете, на якім зараз узроўні, ну, вось, знаходзіцца беларускае грамадства? Ну, тут складана казаць нейкі сярэднестатыстычны беларус, да? Ну, вось ён ўсё ж таки захоўвае пад падушкай, ці ён ужо саспеў да таго, каб зразумець, што захоўваць пад падушкай, это інфляцыя з'едае кожны год і гэтак далее, што трэба ўсё ж таки пайти ў банк, што это не страшно, што можна разобраться там. Честно говоря, я вам скажу такую интересную вещь. Вот я много езжу сейчас по Европе, по России, и много времени провожу за границей, в Беларуси за границей. И я пришел к выводу, что, в общем-то, белорусы, они экономически более просвещены, чем те же россияне. То есть мы уже столько всего имели разного, что мы уже просто от природы считаем в долларах. Столькі челленджей, да, і выпрабаванняў выпала нават на наше жыццё, в принципе, да. Россияне очень падки на свою местную, извините слова, пропаганду, и они верят в свой рубль, и когда ты им начинаешь объяснять, что вот такая инфляция, вот ну, посмотри, насколько он упал, они берутся за голову, и действительно, у меня же деньги в банке в рублях, и начинают думать, что делать. То есть им эта игра тоже очень полезна, они вот... Но белорусы, вот и реально, они хотя бы в этом плане чуть-чуть более финансово грамотные. И да, действительно, держат деньги в различных других инструментах. Но все равно общий уровень, конечно, низковат. Ну, натуральна, быў час, калі расійскі рубель выглядаў нашмат больш стабільнай валютай, чым беларускі. Да, але пасля пачалося, што называецца, да, і, здаецца, двухразовая дэвальвацыя была ў іх, яны такое перажылі. І ўсё ж таки не пахіснуліся ў сваёй патриотичной упэўненасці, что трэба захоўваць у российских рублях. Мы здесь ввели в игру специально швейцарский франк, и в правилах дополнения вот, «И грянул кризис» там объясняется, почему швейцарский франк считается резервной валютой и запасной, и почему многие инвесторы, скажем, периодически вкладывают деньги в него. Но
в игре можно увидеть, что на протяжении длительного периода он тоже колеблется. У него тоже бывают спады и падения, и можно как заработать, так и потерять. И именно это и показывает игра. Ну, я так разумею, што заробак у швейцарскім франку прынясе нейкія, ну, будзе рэальным там, які можна будзе памацаць вялікім, толькі калі у вас вельмі вялікая сума ў швейцарскім Ну, франку. во-первых, да, большая Потому сумма, что- а во-вторых, длительный период, лет 20. Ну да, таму што ніякіх працэнтаў вялікіх па швейцарскіх франках ніхто не дасць, але гэта якраз такі з оперы пра захаванне свайго капіталу. Слухайце, вельмі цікавыя рэчы вы распавядаеце, і на маю думку, вельмі цікавая і карысная гульня. Зараз мы літаральна праз хвіліначку. Дарэчы, слухайце, мы ж у жывым эфіры ў соцсетках, таму мы не мусім перарывацца, я так разумею, на рэкламную паузу. Просто привычка, да, і пауза не рэкламная, а музычная інфармацыйная, але тым не менш. Працягваем размову пра праект вельмі цікавы, які называецца, не запомніў я, Флікса багацця, які называецца Флікса багацця. Працягваем размаўляць з кіраўніком краўдфандынгавай кампаніі на Талацыі, у прынцыпе, ўсім праекце Константином Уладзіміровым. Боже ты мой, что со мной отбывается? Можно оставить первую фамилию. Константином Уладзіміровым Жураўскім. І я хацеў бы зараз паговорыць менавіта пра саму краўдфандынгавую кампанію. Вось глядзіце, вельмі дзіўна для мяне, што вы зрабілі такія ўнёскі: 38 рублёў, 48 рублёў, 128 рублёў. Далей ўсё ж такі ўжо васьмёркі знікаюць, да, там ідуць больш такія круглыя лічбы. Чаму менавіта 8, 8, 8? Да не, ну тут как бы ничего такого особого нет. Так получилось, что мы взяли розничную цену, по которой игра будет продаваться, это 50 рублей. И когда мы посчитали систему скидок, а мы, например, сделали такую вещь, есть традиционный вариант «ранняя птушка». То есть на всех краудфандинговых сервисах какие-то самые первые спонсоры, которые были там в числе первой тридцатки, они получают возможность купить игру с большой скидкой. Так вот, эта скидка как раз составила столько, что получилось 38. А следующее по этапу, там у нас было 5, 10, 15%, получилось 48. Но вот ранних птушек у нас около 30, и в принципе мы присчитывали, что 1 марта они закончатся, но они, мне кажется, закончатся раньше. За некалькі дзён праект падтрымала 13 чалавек, і да 1 сакавіка засталося, ў прынцыпе, 3 дні. Так што ёсць сэнс паспяшацца, калі... І гэтая ранняя птушка, яна атрымае гульню. Да, и самое интересное, что некоторые брали по 2, по 3, но вот тоже про финансовую грамотность очень забавный момент есть. Там же вот спрашивают, 48 и дальше, следующий, да? Вот 128. Там просто 3 комплекта. На 3 комплекта уже идет как бы еще больше скидка. А некоторые взяли раннюю птушку 3 раза. Так, зразумела. Ага. С тобой не разобрались, не полечили. Не знаю, ну вот тут я не могу так сказать. У некоторых есть особенность. Некоторые вот берут именно так. То есть, ну это же не первый у нас краудфандинг, мы знакомы с этим уже. Предыдущий у нас был, например, на другой краудфандинговой платформе. И там у нас тоже был забавный момент. Один человек, например, взял 3 сразу, его устраивало такое вознаграждение, а другой взял 3, но по отдельности. Вы не высветлялі ўсё ж такі рэальныя прычыны, то бок гэта наши дагадкі пра асаблівасці светапогляду, да? Нет, не вызначали, но я думаю, что на всех краудфандинговых сервисах у них наверняка есть статистика. Да, и я думаю, что есть розныя людзі, і мы не можем падазраваць людзей у тым, што яны робяць нешта не так, калі яны робяць нешта па-свойму. Так, знаете, на самом деле, беру свои слова назад. Так, вот может быть такая идея, что вот если ты берешь 3, это как бы уже оптовик, да? А когда ты берешь каждый отдельный вариант, это вот ты купил лично, вот из этих 30 первых, ты 3 купил себе, и ты можешь подарить кому-то и сказать, это был единственный вот из тех 30. Да, это же зафиксировано, это все видно там в статистике. Ёсць дадатковыя нюансы. Да. Так? Давайте далей. Ну, мы абавязкова падчас талаковых эфіраў абмяркоўваем менавіта тэхналогіі прасоўвання краўдфандынгавай кампаніі. Вы зрабілі розныя прызы. У залежнасці ад сумы чалавек атрымлівае ўсё больш і больш і больш большы прыз. Але шмат ад каго мне даводзіцца чуць, што так рабіць не трэба, што прыз заўжды мусіць быць аднолькавы, таму што людзі мусяць падтрымліваць праект проста таму, што яны яго падтрымліваюць на любую суму, на якую яны лічаць патрэбным, але за аднолькавы прыз. Чаму вы ўсё ж такі пайшлі іншым шляхам?
Не знаю, у нас такая традиция, мы уже давно это завели, и в нашем случае это достаточно хорошо работает. Опять же, по опыту наших прошлых краудфандингов, я вам скажу, допустим, предыдущая игра у нас была Flixagion для более маленьких детей, таких от 6-8 лет. И у нас там появился крупный московский спонсор. Мы ему позволили разместить логотип на коробке игры, и вот он забрал 100 коробок в Россию. Сейчас у нас идут переговоры с одной белорусско-мовной суполкой, и вполне возможно, что эта суполка разместит свой логотип также на коробке. Я считаю, что это будет очень хорошо, это будет показывать пример взаимодействия между нами. Это оговорка про грунтовное партнерство. Да. И это будет то, о чем, собственно, игра. Игра о предпринимательстве. Здесь главный принцип 1 + 1 = 11. Вин-вин. Да. Угу. Максімальнае ахвяраванне 1750 рублёў. І гэта 100 гульняў. Але я так разумею, што вы ў прынцыпе вядзеце гаворку ў колькасці не менш за 100 асобнікаў. Да. То бок, калі нехта набудзе адразу 100, ён наклад просто павялічыцца на гэтую суму. Мінімальны наклад 100. Што вы зробіце, калі не збярэце вось тую суму? Ну, негатыўны прогноз. Шмат яшчэ часу ёсць, але трэба думаць наперад, да? Не, мы точно соберем, поскольку мы будем заполнять своими деньгами до того наклада, который нужен. Дело в том, что вот за эти 2 года было действительно очень много людей, которые узнали, что есть белорусская игра. Ну, потому что, допустим, смотрите, вот даже была такая игра интересная, это перевод уже на английскую версию, он был сделан после белорусской. И они очень хорошо расходились как подарки, особенно иностранным гостям и друзьям. И поэтому однозначно мы будем делать так, чтобы у нас уже был запас. То есть при негативном прогнозе мы все равно будем делать где-то, ну, может, больше, чем 100. 100 — это минимум, поскольку типография меньше не берет. Ведаеце, вельмі цікавая Да, и чем больше мы просто будем выпускать, тем ниже будет себестоимость каждой игры. Я вось думаю про тое, што 100 гульняў, ну, это 1750 рублёў, так пазначана ў прызах. А збіраеце вы 4000. Тут розніца амаль у 2 разы. Калі 100 гульняў каштуюць 1750 рублёў, чаму вы збіраеце не 1750 рублёў на минимальный наклад 100 особников, а 4000? Есть такая вероятность, что если вдруг мы соберем больше, чем 4000, то тогда мы пойдем в крупную полиграфию, не в маленькие цеха оперативной печатью, пойдем в большую полиграфию и сделаем 1000 комплектов. Это, конечно, очень самонадеянно, но есть вероятность. Так вось, як размяркуюцца гэтыя 4000 рублёў? Гэта сапраўды тое, што патрэбна на... Да, это только печать тиража. На наклад у 4... Але я пытаюся пра тое, што чалавек, які ахвяруе 1750 рублёў, атрымае 100 гульняў. Да, 100. Да? Вось. І за 4000, атрымліваецца, можна надрукаваць 100. Тут я бачу некое разыходжанне. Смотрите, мы собираем 4000, у нас предварительный план — это минимум 200. Ясно. Да. И если мы соберем, скажем, 2000, то нам где-то на 200 и хватит. Если соберем 4000, то можем поменять типографию. И здесь очень важный момент. Вот такая колода карт в оперативной полиграфии может стоить $3-5. Вот. А при крупном тираже в 1000 экземпляров, если печатать в белорусской типографии, такая же колода карт может стоить 50 центов. А в Китае еще дешевле. Ну, это так само закон экономики. Да, пэўнага... Чувствуете разницу аж в 10 раз. Да пэўнай колькасці, чым большы наклад, тым меншы сабе кошт кожнага асобніка. Там на нейкіх астранамічных накладах это ўжо можа не працаваць, таму што ўжо няма куды будзе таннець гэтаму асобніку, да, там, не ведаю, на мільёне ці яшчэ што-небудзь такое. Але пакуль што гэта працуе. Таму вы зацікаўленыя ў тым, каб зрабіць... Да. Я не знаю, удастся ли нам повторить просто предыдущий вот проект, который мы делали российскую, именно Фликсу, мы делали тоже на Талаке, второе издание. Там мы собирали сумму чуть меньше, но мы ее собрали. И нам удалось именно сделать 1000 экземпляров. До сих пор у меня достаточно много лежит. 250 экземпляров осталось. Это мы выпустили в декабре 2016 года. Частка, зразумела, што частка экземпляраў, якія будуць выдадзеныя, разыдуцца па падпісцы.
тым людзям, якія вось зрабілі ўнёскі падчас краўдфандынгавай кампаніі. А дзе можна будзе набыць гэтую гульню? Ці ўжо прапрацоўвалі вы вось гэтыя механізмы рэалізацыі? Ну, во-первых, у нас есть свои частные дистрибьюторы, которые их продают сами. Во-вторых, у нас есть хорошие друзья, магазин «Игромастер». Я наверняка думаю, что будет там. И будем поставлять потихонечку магазины с настольными играми, а также поговорим с такими организациями, как и Symbol Buy, и как Art Sidiba. Будем разговаривать с такими. Книжная шафа еще нам очень нравится, попробуем с ним поговорить. Ну и попробуем поговорить с коворкингами какими-нибудь и с хостелами, где это тоже может находиться. Причем в хостелах, я думаю, это можно даже как продажу устроить, поскольку это действительно качественный, крутой сувенир. Сувенір, і я не ведаю, калі група прыязджае ў хостел, яны прыходзяць туды вечарам, трэба неяк бавіць час, да? Можна набыць гульню і забраць пасля яе з сабой як сувенір. Цікава, зазіраю ў рубрыку «Пульс». Тут у вас два паведамленні. Я патлумачу гледачам, што «Пульс» — гэта тая рубрыка на сайце Талака, дзе адлюстроўваецца актыўнасці, да, цякучай актыўнасці праекта. Два паведамленні апошняя дзень таму. Што яшчэ вы можаце сюды напісаць? Чым яшчэ вы можаце прыцягнуць увагу людзей да гэтай краўдфандынгавай кампаніі? Ну, акрамя нашага эфіра, які адбываецца зараз. Можа, якіх-небудзь вядомых эканамістаў прыцягнуць, да? Можа, падарунак які-небудзь Сергею Чаламу зрабіць, не ведаю, да? Каб ён ацаніў, вось, напісаў, напрыклад, там у сваіх соцсетках, а вот там краўдфандинговая компания классная. Ці думали про такое? Вы знаете, вот пока не думали, если честно. Но на самом деле у нас уже есть хороший опыт с предыдущими версиями. Сейчас покажу вам, придется достать. У нас тут из-под стола тоже маленький сюрприз. Сюрприз из-под стола. Какое-то время назад, если вы знаете, у нас есть компания «Зубр Капитал». Да, есть такая, инвестиционный фонд великий. Да, я вон дам тоже посмотреть. Вот. То есть когда-то, некоторое время назад, Зубр Капитал выпустили брендированную версию этой игры для себя. Цікаво. Как видите, у них были свои рубашки. Это для внутреннего користания у компании. Не, они сделали еще интереснее. Они на Новый год подарили вот этот комплект белорусскому Forbes, всем участникам, всем 200 человекам. А что такое белорусский Forbes? Это список богатейших людей Беларуси. Самым богатым людям Беларуси Зубр Капитал подарил гульню про белорусскую экономику. Вельми цікаво. Ну, так что я думаю, что это в некотором смысле вот такое подтверждение, но действительно идея очень хорошая. Я вам благодарен. Я думаю, что мы попробуем действительно позвать Романчука, там, Чалова. А я в свою чергу здзіўляюся, наколькі шматграннай можа быць, ну, здавалася б, такая простая ідэя настольнай гульні. Яе можна прадаваць у хостелах. Яе можна, нейкая кампанія можа брэндзіраваць яе сваім лагатыпам і зрабіць навагоднім падарункам. Яе можна перакласці на нейкія мовы. У яе можна дадаць дадатак, прысвечаны крызісам, якія чакаюць, ну, не... Да, якія адбыліся, якія ўжо адбыліся і досвед якіх мы маем. І гэта ўсё, канешне, проста вельмі крута. І я нават уявіць такое, калі шчыра, не мог, калі чакаў, што мы з вами зробім гэты талаковы эфір. Ці ёсць яшчэ што-небудзь важнае? У прынцыпе, мы прайшліся па ўсім праекце ад пачатку да заканчэння. Да, мы патлумачылі гледачам, што гэта за гульня, да, гледачам и слухачам. Ці ёсць яшчэ што-небудзь, што вот зараз важно вельмі сказать? Ну, что можно сказать, что еще, вот почему вот этот самый большой лот, да, можно писать. Ну, вы сказали, да, действительно, ее можно брендировать, как бы добавить логотип компании, сделать корпоративным подарком. Более того, сюда очень хорошо входит нативная реклама. Поскольку эта игра, ну, вот эту карточку просто покажу, мы зачитывать не будем, конечно же. Ага, можно... на картцы прорекламовать. Еще одна креативная идея. Гениально. Просто потому, гениально. Что игра-то про бизнес, и человек, реально выполняя рекламный контракт, может получить в игре деньги и использовать ее тут же в игре. А его бренд застанется згаданым на усім накладе, например. Да, у нас было, на самом деле, сейчас уже выпущено 7 или 8 различными компаниями таких вариантов игры. Там это и финтех-акселератор, и российская компания по недвижимости, и вот Зубр Капитал, и Инфопарк, допустим. То есть разные компании уже выпускали такую игру, но пока еще ни одна не выпустила на белорусском, это правда. Вот.
Это важно. Да. А еще, ну, мы планируем в ходе краудфандинга, и это будет в Пульсе, вот как раз в Пульсе на Талаке можно будет увидеть новости в нашем Фейсбуке. Мы планируем сделать несколько игротек, ну, на 6-8 человек, таких посвященных игре, где люди могут прийти и посмотреть. Вот краш-тест. Ну. Да, очень надеюсь, что одна из игротек пройдет в скором будущем с суполкой, которая называется «Детки-кветки». Угу. Вот сейчас мы с ними разговариваем, передаем большой привет. Мы писали, дарэчы, пра гэтых людзей. Гэта бацькі, якія імкнуцца выхоўваць сваіх маленькіх дзетак на беларускай мове, імкнуцца, як это сказаць, прабіваць беларускамоўныя групы ў дзіцячых садках. Ну і мы, канешне, іх у гэтым імкненні вельмі падтрымліваем. Ну вот, возможно, мы с ними сыграем как раз на белорусской мове. А на які ўзрост разлічаная гульня? То бок можна, ў прынцыпе, нават с молодшими школьниками? Очень хороший вопрос. Вот просто идеальный вопрос. Дело в том, что мы работали в лагерях Беларуси с 2011 года. Практически каждый год у нас было по 3-4 смены. Мы ездили в лагеря с программой, которая называлась «Экономикс». В рамках этой программы дети не просто отдыхали в лагерях, они еще играли в различные игры, которые мы им предоставляли. И по опыту я вам скажу так, что очень зависит от уровня образования ребенка и от родителей, которые его воспитывают. На самом деле мы видели очень разных детей, которые в 14 лет слабо считают и пишут, а видели детей, которые в 6 и 8 уже могут рассказывать там «Войну и мир». Очень разные дети. Но у нас расчетный возраст, с которого легко детям играть в эту игру, это 10-11 лет, когда они уже более-менее умеют считать на 100 и 1000, поскольку размерность большая. Для младших детей у нас есть другие игры. Вот. Но с своими батьками, со своими родственниками, там, с кем-то старшим, кто может помочь, они могут играть и с 8 лет, и с 9 лет. У нас был мальчик, который научился этой игре, и в 9 лет он уже ее вел сам. Карацей, кожнаму сваё, да, нехта ў адным узросце, а нехта ў другім, але з іншага боку мы ўсе рана ці позна сутыкнемся з неабходнасцю лічыць грошы, рабіць гэта разумна, размяркоўваць іх, калі ў каго будзе шмат грошай, разбірацца ў банкаўскіх унёсках, інвеставаць, не ведаю, у стартапы і у самым крутым выпадку адкрываць уласныя бізнесы. Усяму гэтаму вучыць гульня Флікса Багацце, аўтары якой зараз збіраюць грошы на другое выданне гульні падчас краўдфандынгавай кампаніі на сайце talaka.org. Сябры, спасылку на гэтую краўдфандынгавую кампанію вы натуральна знойдзеце на сайце Еўрарадыё. Натуральна, абсалютна лёгка знайсці староначку гэтай гульні на самой Талацэ. Засталося яшчэ шмат часу на гэтую кампанію, але ну навошта марудзіць, да, калі можна ўжо зараз падтрымаць гульню да 1 сакавіка трапіць на добрую зніжку. Вот, властно кажется. Не, ну чем раньше, тем лучше. Возможно, мы даже успеем до большого праздника, который планируется у нас очень скоро. Просто чем раньше если мы соберем раньше, мы запустим типографию раньше, есть такая возможность на Талаке закрыть проект раньше времени. Да. Сябры, Константин Владимиров Жураўскі быў гостем нашага талаковага эфіру. Дзякуй вам вялікі і за гульню, і за тое, што прыйшлі да нас. Да пабачэння. Спасибо. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.